Тайны эпоса Джангар. Ванг – передача тайной мантры. Испокон веков калмыки являются приверженцами буддизма, традиция которого через Тибет восходит к древнему индийскому монастырю Наланда, а потому все мы имеем представление о мантрах и дарани, в которых заключены сила и могущество медитативных божеств. Пожалуй, нет калмыка, не знающего мантры Ом Мани Падме Хум, мантры Бодхисаттвы Авалокитешвары. Сведения о мантрах и сами мантры не раз встречаются в эпосе Джангар, и этому посвящен настоящий материал. Но прежде чем говорить о самом сюжете, связанном с мантрами, сначала следует рассказать о том, что такое мантра и абхишека. Многие полагают, что мантра – это молитва. Однако это большая ошибка. Мантра – защитная формула для ума. В Википедии написано, что санскритское слово «мантра» состоит из корня «ман» – «думать», от которого, кстати, происходит также слово «ум» – «манас», и суффикса «тра», обозначающего инструмент или локализацию места. Буквальный перевод – инструмент мышления. Ученый отмечает, что первые мантры появились за тысячи лет до нашей эры. Мантры, как утверждает ученый Фриц Сталь, могут быть даже старше, чем языки. Слово «мантра» переводится на калмыцкий язык как «терне». Калмыцкий же вариант восходит к санскритскому слову «дарани». Известный лама Анагарика Говинда пишет о мантрах следующее. Звук трансформируется в динамическую силу не только в смысле вибрации или физического движения, но и в смысле глубоко ощущаемой эмоции. Все наше существо вибрирует новым ритмом и создается пространственное ощущение, которое поднимает нас из нашего ограниченного индивидуального пространства в универсальную сферу, в которой нам открывается гармония сфер, и из которой берут начало все великие произведения музыки, поэзии и могущества мантры. Видение и звук интегрируются в мантре, продолжает Анагарика Говинда. Поэтому мантра имеет силу вызывать внутренний образ. Из чистого и изначального мантрического звука возникает слово, и слово превращается в речь и мышление. Если слово и ритм текут в ритме божественной песни поэта и провидца, в гармонии с вечным течением жизни, то такое слово имеет мантрическое могущество. Таким образом, мы узнали, что источником мантры является сакральная энергия жизни. Также Анагарика Говинда подчеркивает, подобно любому другому инструменту, могущество мантры заключается не в ней самой, а в том, каким способом она используется. Другими словами, если не знать, как обращаться с мантрой, и она так же бесполезна, как химическая или математическая формула для того, кто ничего не знает о химии или математике, просто повторяя H2O, мы не сможем произвести воду. И человек, который бессмысленно повторяет мантры, не имеющие для него никакого смысла, лишь попросту тратит свое время и обманывает самого себя. Итак, узнав, что такое мантра, а это нужно для понимания сюжета эпоса, следует пояснить о том, что такое абхишека или передача мантры. Абхишека или по-тибетски слово вангкур означает инициация, уполномочие. Давайте разберем тибетский эквивалент слова абхишека. Слово «вангкур» будет переводиться на русский язык как «сила», «могущество», «власть». Слово «кур» происходит от глагола «курва» – «даровать», «жаловать». То есть смысл слова «вангкур» – дарование силы, мощи. Следовательно, ванг заключается в передаче полномочий буддийских практик от ламы к ученику. Ванг также можно назвать таким переносом практического опыта учителя своему ученику. Кстати сказать, ванг на буддийские практики мантр вы можете получить у любого квалифицированного монаха, который сам имеет этот ванг. Поняв, что такое мантра и ванг, теперь можно перейти к эпосу. В главе харахусской версии Мукапена Басангова о том, как Хонгар угнал табун прекрасных темно-рыжих коней Шара Кирвинхана, живущего в северной стороне, Улан Хонгор хвастается своими способностями, называя себя хитрецом 100 стран, вором 6 стран. На что Алтан Цзэджи советует Улан Хонгору доказать свои способности хитреца, угнать табун Шара Кирвинхана, который в будущем будет врагом Северной Бумбы. Алтан Цзэджи ясновидец, он видит все, что грядет на 99 лет вперед. Поэтому стратегически выгоднее нанести упреждающий удар по будущему врагу. Хмельной Хонгор, конечно же, соглашается и просит у Багдо Джангара его коня Зейрде, быстрейшего из аразалов, и конюшего Боремагна, на что хан дает согласие. Джангар просит Алтана Цзэджи наставить Улан Хонгора в том, как пройти препятствия на пути ханства Шаракирмена.
Алтан Цзэджи рассказывает Улан-Хонгору о землях, которых предстоит ему пройти. И вот тут-то начинается интересующий нас сюжет. Снова 49 суток подряд по пустынной степи следовать вам. 30 белых кибиток увидишь там. Женщина навстречу выйдет одна и, совершив глубокий поклон, вежливо обратится к тебе она. Отведайте нашей пищи, Найон. Вы, кажется, человек неплохой. Тут притворись, будто ты глухой, и даже не попрощавшись с ней, немедля поверните коней, тотчас поворотите вспять. Хороший вы человек, видать, следом поспешая скажет она, но зову вас, а в ответ тишина. Отведайте, вкусна ли моя стряпня? И за повод возьмет твоего скакуна, поводом бесценным трижды качнет, медленно зерды уводить начнет. Помни, шулма менавзынкана, и знай, ей не нужен боремагна. В ней единый мощь дьявольских стай, и еще она сильнее тебя, знай. Чтобы облегчить участь твою, чистое заклинание в калмыцком тексте Терне тебе даю, истово я в сердце его ношу, до слова передам все, что храню, и как дальше поступить, объясню. Перевод Еременко. Также приведем оригинальный текст на калмыцком языке, так как художественный перевод, ровно как и любой художественный перевод на любой язык, не передает истинного смысла, тем более смысла эпоса Джангар. Зюн зюркнесін қақцула зюркін саған тәрінен өксуге өл. Үйнесі неге бадгин заажы өксуге өл. Заажы өксін неге бадык тәрні мені гүйға терклянь мыша торкаге өл. В этот момент и происходит вангкурва, передача силы мантры. Как мы говорили ранее, мантра на калмыцком языке терне. И не просто мантра, а сердечная мантра. Практикующие буддисты, знакомые с колесницей тантры, знают, что у медитативного божества может быть несколько мантр. Коренная мантра, мантра действия, сердечная мантра. Зюркын саган терне как раз таки сердечная мантра. Алтын Цзэджи в роли гуру передает ее Улан-Хонгору, выступающему в роли посвящаемого ученика. И не просто учит мантре, но и объясняет, как ей пользоваться. И этот момент в эпосе действительно ванг, уполномочие на практику. Далее Алтан Цзэджи наставляет Улан-Хонгора в применении мантры Терне. Чтобы не было злой силе пути, прежде заклинания часть прочти, и не глядя, как поведет рука, из-под правого стремени горсть песка, прихвати и разом над ней, дуну посильней с ладони развей. Грязной козой желтее станет она, былея от тебя отстанет она. Получив ванг, полномочия и разъяснения на практику, Улан-Хонгор забирает с собой конюшего Боремагна и выступает в поход. В пути все случается именно так, как предрек Алтан Цзэджи. Преодолев первое препятствие, они все же встречают красавицу, приглашающую на трапезу. Следует сказать, что раньше для калмыков было верхом неуважения оставить без ответа приглашение человека, зовущего к себе в дом. Улан-Хонгор забылся и позволил девушке повести коня в сторону юрты, но опомнившись от слов Боремагна, он совершает следующее. Из глубин души, где упрятал впрок, заклинание чистое он извлек. Вспомнил, что ему повелел старик, и проговорил в следующий миг. Зачерпнул он, как повела рука, из-под правого стремени горсть песка, плюнул, дунул и разбросал. Отшатнуться не успел Зерда и Ранзал. Только он разбросал песок, раздался блеющий голосок. Это, обернувшись желтой козой, задрав копыта и тряся головой, барахтаясь в траве неживой, женщина-дьявол подняла вой. Вот так Улан-Хонгор проходит препятствия и удачно угоняет табун. В конце главы воины Джангаров подчиняют себе ханство Шаракермена. В статье «Тайный эпоса Джангар. Персонаж Шулмус» мы уже писали о символизме Шулмуса в эпосе. Так же, как и в приведенном сюжете в той статье, где богатырь Санал уничтожает Шулмуску, так и здесь Шулма Менавзанг символизирует омрачение ума на духовном пути практикующего. Если в предыдущем сюжете Санал побеждает Шулмуску мечом мудрости, то есть мудростью отсекается омрачение и негатив, то в этом сюжете Шулмуска намного сильнее самого Хонгора, что победа над ней возможна только с помощью мантры. Также и практикующий устраняет омрачение ума с помощью начитывания мантры или дарани. Это очень поучительный и важный сюжет в эпосе, сложенном нашими предками, мотивирующий нас, потомков, осознанно практиковать мантры божеств. Метод мантры божества чрезвычайно эффективен, а для нас, калмыков, особенно эффективен, так как образы божеств отпечатаны в нашем национальном сознании. Поэтому, вместо того, чтобы ходить на прием к монахам только для того, чтобы открыть дорогу для себя, так сказать, позаботиться о завтрашнем дне в этой жизни,
лучше ведь задуматься о будущих жизнях и достижении нирваны. На приемах у монахов лучше просить ванг на практику мантры божества, с которым чувствуете связь. И тогда, получив ванг от монахов, как Улан Хонгор от Алдана Цзиджи, начнете учиться преодолевать и побеждать негатив ума, как Улан Хонгор победил Шоумуску с помощью мантры. А победа над негативным умом будет победой и над всеми внешними жизненными препятствиями. И это точно, потому что доказано на практиками сотнями практикующих людей. Ачирти Арбатаев, Хальмыкелин Иргжитин Тев. Уважаемые зрители, Кынте Халягачныр, подписывайтесь на канал Центра развития калмыцкого языка, делитесь видео, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии, ведь эти видео мы записываем для вас, и для нас очень важны ваши отзывы. Танрига Кындлдык Хальмыкелин Иргжитин Тев.